В моих руках фотография, отражающая тяжелую жизнь людей во время войны. Здесь, на этой фотографии, видно, что дети практически без сопровождения взрослых вынуждены покидать родные дома. Дети одеты во все, что нашлось. Дети уже лишены своего детства. Многим из них пришлось очень рано повзрослеть. На этом снимке изображен мальчишка лет 10 в окружении солдат. Таких детей называли «сын полка». Они помогали военным всем, чем могли. Готовили им пищу, кормили их, таскали патроны. Кроме войны они ничего не успели увидеть. В суровые военные годы детям приходилось работать наравне со взрослыми, отстаивать длинные смены без полноценного питания, без сна, без отдыха. Во время войны не было разницы между детьми и взрослыми, поэтому работать приходилось всем одинаково. На этой фотографии мы видим сибирских солдат, отправляющихся на защиту Москвы. На переднем плане сидит человек с гармонией. Музыка играла во время войны особую роль. Она давала отвлечься от негативных мыслей и от страха. Здесь мы видим солдата, выступающего в перерыве между боями под Сталинградом в 1943 году. То есть музыка заставляла солдат в то время понимать, осознавать, что они все так же еще живут и вспоминать, что было до войны. Ведь в то время они слышали в основном только выстрелы и взрывы. Судьбы женщин в период Великой Отечественной войны сложились очень трагически. Им приходилось воевать наравне с мужчинами. Первыми в рядах Красной Армии были призваны медсестры и медицинские работники, одной из которых была Зинаида Туснолобова. В период войны Зинаида помогала раненым, и в феврале 1943 года, также перевязывая солдата, она попала в перестрелку. Немцы начали контратаку, ее очень серьезно ранило, она притворилась мертвой. Но один из немцев это увидел и решил забить ее сапогами. Но когда наши разведчики обнаружили ее и увидели, что она подает признаки жизни, ее отвезли в медицинское учреждение. Там Зинаиде ампутировали ноги и руки. После этого она написала письмо своим сослуживцам, в котором описывала, что из-за немцев она теперь не может жить полноценной жизнью. Это письмо облетело 3000 советских солдат, в котором говорилось: «Отомстите за меня, отомстите за мой родной Полоцк». Вскоре на бортах советских самолетов и танков начали появляться надписи за Туснолобову. В эти тяжелые времена особенно важно было оставаться на связи со своими близкими. Именно поэтому фронтовые письма для солдата были очень дорогие и ценны. На этой фотографии изображен солдат, который пишет письмо своей жене прямо из окопа. Окоп на тот момент являлся для солдата домом и убежищем от шквала пуль. Всем известно, что собака – друг человека, и на войне без ее помощи не обошлось. Она очень помогала солдатам в боевых действиях. Собак дрессировали на то, чтобы они сбрасывали мины на железнодорожные пути для того, чтобы подорвать вражеские войска. Также собаки очень помогали саперам в поисках мин и взрывчатки. Я держу фотографию, на которой изображены труженики и ветераны тыла Великой Отечественной войны. Это именно те люди, которые на протяжении всей войны обеспечивали фронт продовольствием и боеприпасами под общим лозунгом «Все для фронта, все для победы». Документальные съемки, уникальные фотографии и собственные видеоработы презентовали ученики 15-й школы, в которой прошел ежегодный конкурс мультимедийных проектов. В этом году конкурс посвятили 70-летию Великой Победы. Ученики с 8 по 11 классы самостоятельно готовили видеоролики на самые разные темы: Парад Победы, биография ветеранов, трагедия озера Ильмень, дети блокады. Самым запоминающимся и качественно сделанным проектом стала работа учеников 11 А класса. Наш проект называется «Любовь, опаленная войной». Вкратце можно сказать, что это история любви. Главный герой нашего фильма ушел на войну. Главная героиня, которая ему очень нравилась, не выдержала разлуки и пошла на фронт, пошла за ним, и она его спасла. Мы решили снять не просто интервью с ветеранами или просто документальный какой-то фильм, хронику поставить, а решили снять фильм про войну и про любовь на войне. Но мне кажется, много было таких историй. Тогда люди были более искренние. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди.
Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет, жди меня. Съемки на природе мы снимали очень сложно, очень долго, потому что был очень сильный мороз, минус 50, все замерзли, все потом заболели. Нам пришлось ехать в поселок Кильдянцы, очень далеко. Об этом домике, в котором мы снимали, мы узнали от слов одноклассника. У него там находится дача. Рядом был совсем заброшенный дом, в который уже там лет 10 никто не приезжал. Атмосфера такая, будто бы мы перенеслись из 21 века вот в те времена. Мальчики у нас на самом деле все очень закрытые, но когда мы поехали в Кильдянцы, когда мы стали это все снимать, мальчики у нас вообще раскрылись с другой стороны абсолютно. Ну, наверное, это большую роль сыграло то, что оружие было настоящее. Я думаю, это все на них сказалось, и вот они прям сами вжились в роль солдат. Нужно было передать эпоху того времени. Ты можешь испытать все это на себе, просмотреть, как это было раньше, как жили люди, в чем они ходили, как воевали. Очень сложно было найти реквизиты. Мы по всему городу бегали, особенно наши родители очень сильно помогли с этим. Плакаты Ленина, старые лампады всякие. Фотоаппарат, который существовал в то время. До этой съемки мы вообще практически никто из нас не видел, как он выглядит на самом деле. Я считаю, что всем нужно абсолютно участвовать в подобных конкурсах. Это мало того, что сближает людей, так и очень полезно что-то новое открыть для себя. Видеоформат, конечно, интереснее, потому что это интересно смотреть на чужие работы. Как-то люди выражают свое мнение. Большой выбор возможностей, как это можно представить. Безусловно, все должны помнить о той войне, которая была. И у тех, кто выросли, у них воевали деды, прадеды. И они не должны забывать о истории своей семьи. Военное время заставило детей повзрослеть очень рано. И наравне со взрослыми детям были присвоены такие звания, как Герой Советского Союза. Еще лет 20-30 назад школьники наизусть учили имена детей-героев. Они рисовали стенгазеты с описанием их подвигов, гордились ими, стремились быть похожими на них. И это были реальные дети, реальные люди, не вымышленные персонажи из мультфильмов или фэнтези. Из воспоминаний тружеников следует, что времени не хватало практически ни на что, потому что просыпаться приходилось рано утром, а засыпать далеко за полночь. В Приморской армии воевала одна среди мужчин, девушка-снайпер Людмила Павличенко. К 1943 году она уничтожила 309 фашистских солдат, из них 39 профессиональных снайперов. Людмила Павличенко – одна из самых известных женщин-снайперов Великой Отечественной войны. По приглашению Рузвельта она приезжала в Америку и делилась своим опытом. Во время Великой Отечественной войны она оставила после себя десятки учеников, которым также передавала свой опыт стрельбы. На Южном фронте воевала единственная в полку девушка-летчица Лидия Литвяк, известная как Белая Лилия. Она была одной из самых лучших летчиц Советского Союза. Когда она была замыкающей в колонне самолетов, а это было очень почетно, так как в конце колонны летел самый лучший и самый опытный летчик, в облаке скрылся немецкий самолет и атаковал Лидию Литвяк. Раненая и измученная, она развернула свой самолет и решила преследовать его, но так и не вернулась. Во время ожесточенных боев в последнюю очередь думаешь о себе. Именно поэтому солдаты очень ценили те редкие минуты, когда им выдавалась возможность привести себя в порядок и вновь почувствовать себя человеком. Немногие знают, что были также задействованы такие животные, как олени. Это было очень распространено у нас на севере. Эти животные помогали в транспортировке оружия и сломанной техники с поля боя. Сломанные самолеты разбирали, и олени на себе это все перевозили. Эта фотография была сделана в Праге, в Чехословакии.
Чехословакии, а наш советский солдат играет перед ликующей публикой. Это было 9 мая 1945 года. Бой закончен, войны больше нет. Они радовались тому, что больше не будет никаких сражений и никакой боли. Let's kick it.